Ассалаумағалейкум, құрметті QG League TV YouTube арнасының жанкүйерлері, көрермендері, жалпы жасөспірімдер футбол лигасының жанкүйерлері. Біз бүгін Өскемен қаласындамыз. QG Liga футбол лигасында жаңа қала. Достар, өздеріңіз түсінгендей, біз Өскемен қаласына келдік. Жалпы бұл қала еліміздің хоккей отаны десек артық айтқанымыз емес. Сол себепті дәл қазір біз Борис Александров атындағы спорт сарайындамыз. Бұл жерде торпедо командасы ел чемпионатында қала намысын қорғауда. Бірақ алдағы таңда бұл қалада тек қана хоккей емес, сондай-ақ футбол да көруге болатын болады. Себебі Алтай командасы алдағы таңда QG Liga жасөспірімдер футбол лигасында Өскемен намысын қорғамақ. Ал енді біз Восток стадионына келдік. Алла қаласа келесі жылдан бастап Алтай командасы QG Liga аясында дәл осы алаңда өз ойындарын өткізетін болады. Ал қазір біз инспекциясын жасап, газонның сапасын, жалпы стадионның дайындығын көріп қайтайық. Жүріңіздер. Довольно большие средства выделяет на проведение этого турнира. И перед нами тоже тренеры сидели, им казалось, что это какое-то далекое будущее, что не скоро в Казахстане там юношеские команды будут летать на матчи на самолетах, и что на матчи будет приходить там 10-12 тысяч человек, а сейчас прошло там полгода, и уже это с ними происходит. Здорово! С тренерскими штабами, потому что это такая наука, аналитики, очень много бывает, но мы должны работать с этим и современными технологиями. Современный тренер, он должен, я думаю, владеть. С другими сравнить, на каком мы сейчас этапе находимся, правильно ли мы работаем, и мы хотим сравнить наши анализ данные с другими странами. И тем более развитие молодых талантов, они уже будут более подготовлены к профессиональному футболу и не будут уже так бояться этой грани. Отлично, нам обратная связь это нужна, да? Все понравилось. Хорошо, все. Презентация, в принципе, была очень интересна, очень понравился именно аналитический блок, что я считаю это новинка для футбольных центров и для тех команд, которые будут участвовать в QG Лиге в будущем году. Я считаю, это шаг, большой шаг вперед. Алтай, как говорится, желает, и я думаю, у нас есть все возможности для того, чтобы участвовать в QG Лиге, тем более, если QG Лига основные все моменты сложные берет на себя. От нас требуется там на уровне принимать домашние матчи, чтобы кто приезжает к нам в гости, были довольны организацией и самим мероприятием. О, команда Алтай. Топ, вообще супер. Давай. Наши девочки самые лучшие. И вот мы выиграем все игры, вот вы видите, что мы будем впереди. Вот я вам отвечаю и клянусь всем. Вот наши девочки — это самый лучший состав в мире. И старшие, и средние, и младшие. И даже капитан самый лучший. И тренеры самые лучшие. Я вас уверяю, что мы будем еще где-то далеко впереди на первом месте. Вот. Да, Тимур Муратбеков? Да. Очень интересно, очень познавательно. Спасибо огромное руководству за развитие детского футбола. Спасибо за такое большое внимание. И как показала нам эта презентация, вы исполняете мечты. И мы очень надеемся, что наша мечта сбудется в 2025 году. Женские команды обязательно зайдут в эту лигу и будут показывать очень красивую, классную игру, профессионально развиваться. И спасибо за такую возможность. Я міне дәл осы стадионда Алтай командасы
өз алаңындағы ойындарын өткізетін болады. Жалпы стадионның визуалды көркі өте керемет десек болады. QG лига үшін жалпы өте әдемі стадиондардың бірі десек артық айтқанымыз емес. Расскажи про QG лигу, ты уже слышал, знаешь об этой лиге? QG лига — это интересная лига, дает возможности продвигаться дальше к профессиональному футболу. Большие возможности, 8 камер там, то ли 14 было. Тоже мне понравился матч Кайрат-Тарас, полные трибуны, концерт. Все круто. Я ходил до этого на хоккей тоже, 3 года проходил, но футбол мне больше заинтересовался, как именно интеллектуальная игра. Давай тогда блиц-опрос небольшой. Окей? Да. Мяч или шайба? Мяч. Коньки или бутсы? Бутсы. Ага. Лед или газон? Газон. Зима или лето? Лето. Окей, хорошо. Спасибо. Отличный стадион, здесь большая хорошая история Восточно-Казахстанской области. Здесь команда «Восток» выступала и первой лиги, и премьер-лиги. Стадион, есть своя история, здесь проходили хорошие матчи, собиралось очень прилично людей, скажу, да, большое количество людей. И интересно будет, я говорю, если старт проекта делать, именно дерби сделать семей с Спартаком семей с Елимаем, Алтай, да, я по-старому говорю все. Еще видите, история какая такая. Старая закалка, да. И очень интересно будет. Я думаю, стадион такой приличный, качество синтетики, в принципе, газона хорошего, в принципе, нормально для проведения соревнований, игр. Я думаю, отлично будет. Здесь 2 стадиона рядом находится, расположен, в принципе, в парке. Вот здесь мы прогулялись, только что по городу прошлись. Интересно, я думаю. Для QG лиги именно всем требованиям он подходит. Я думаю, команда в будущем будет участвовать в нашей лиге. Достар, осымен Өскемендегі сапарымыз өз мәресіне жетті. Жалпы Алтай командасының келер маусымда QG лигада өнер көрсетуіне дайындығын көріп қайттық. Жалпы балалармен таныстық, стадионның инфрақұрылымын көрдік. Жалпы барлығы үлкен деңгейде. Сол себепті сенімен нық айтуға болатын шығар. Алтай командасы келесі маусымда QG лигада өнер көрсетуі әбден мүмкін. Бізбен бірге болыңыздар. Алдағы таңда біз QG лигада өнер көрсететін басқа да жаңа командалармен сіздерді таныстыратын боламыз. Сіздермен болған біз QG лига командасы. Еще какие у нас команды, возможно, будут и какой у нас следующий город? Я думаю, следующий город Кызылжар, Петропавловск. Жди нас.